дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на концерте, посвященном 150-летию со дня рождения великого русского композитора, феноменального пианиста и выдающегося дирижера Сергея Васильевича Рахманинова. В эти дни все мировое музыкальное сообщество вспоминает о Сергее Васильевиче. В концертных залах разных стран звучит его великая музыка. Не секрет, что творчество композитора – это отражение его эпохи, времени, его жизненных коллизий, его окружения. Порой они становятся главным импульсом для творчества. И сегодня мы попробуем разобраться, как те или иные события, люди стали сопричастны к созданию уникальной симфонии жизни Сергея Рахманинова. Сергей Васильевич Рахманинов – потомок знатного дворянского рода. Его детские годы прошли в имении Онег в Новгородской губернии. Музыкальная одаренность мальчика проявилась достаточно рано, и в 4 года его мать, Любовь Петровна, стала давать ему первые уроки игры на фортепиано. Юный пианист делал заметные успехи и часто демонстрировал свои незаурядные способности перед гостями, за что получал щедрое вознаграждение, конфеты и прочие сладости. Но детство будущего композитора нельзя назвать безоблачным. Когда Сереже исполнилось 9 лет, семья оказалась на грани краха. Прекрасные поместья, принадлежавшие его матери, одно за другим пошли на уплату карточных долгов отца Василия Аркадьевича. В 1882 году Рахманиновы переехали в Санкт-Петербург, и там его родители разошлись навсегда. Впечатлительный по своей натуре Сережа мучительно переживал распад семьи. А в последующие 3 года произошло еще 2 потрясения. Скончались от болезни 2 его сестры.
пору раннего детства мальчика его ближайшим другом была бабушка Софья Александровна Бутакова. Она очень любила внука, он тоже отвечал ей нежной привязанностью. Бабушка была человеком набожным, часто посещала церковные службы и обычно брала с собой Сережу. Так он познакомился с многочисленными соборами, монастырями Петербурга, а затем Новгорода и Москвы. Во время службы его внимание приковывало хоровое пение несравненной красоты, а слушать неземные голоса колокольного звона доставляло особое удовольствие. Благодаря феноменальной памяти он легко мог запомнить и воспроизвести услышанное. Таким естественным образом формировалась его собственная звуковая копилка. И в один прекрасный день Рахманинов обессмертил в своей музыке перезвон русских колоколов. В 9-летнем возрасте будущий композитор поступил на младшее отделение Петербургской консерватории. Но вскоре он забросил учебу, превратился в бездельника, грозу дворов и все время пропадал на катке.
Мать Сережи была сильно обеспокоена переменами в поведении мальчика, и поэтому обратилась за помощью к известному музыканту Александру Зелотти, который приходился Сергею двоюродным братом. И в 1885 году 12-летнего Шалопая перевели в Московскую консерваторию в класс самого востребованного и высокооплачиваемого педагога по фортепиано Николая Зверева. Сережа жил в его доме на полном обеспечении вместе с другими талантливыми учениками. Началась жизнь, подчиненная суровой дисциплине и серьезным занятиям. Пройдя школу Зверева, Рахманинов не только сделал огромные успехи в игре на музыкальном инструменте, но и получил всестороннее интеллектуальное развитие, овладел навыками поведения в обществе. Благодаря Звереву юноша находился в эпицентре культурной жизни Москвы, посещал все премьеры в Малом и Большом театрах, спектакли с участием иностранных знаменитостей, концерты лучших исполнителей того времени. Именно в доме Зверева зародилась дружба Чайковского и Рахманинова, когда самый крупный музыкальный авторитет, всеобщий музыкальный кумир услышал блестяще одаренного 13-летнего подростка. В этот период Рахманинов делает первые попытки сочинять. Он всегда относился к Звереву с большим уважением, восхищением. Но однажды, когда Сергею было 16 лет, между ними произошла серьезная ссора, закончившаяся полным разрывом отношений. Тогда его приютила родная тетя по отцу Варвара Сатина. Так семья Сатиных стала для Рахманинова вторым домом. Интерес молодого музыканта к сочинительству возрастал с каждым днем. Он решил дополнительно поступать на специальное композиторское отделение. Для этого необходимо было пройти ряд экзаменов и в завершении исполнить свое произведение. Экзаменационную комиссию возглавлял сам Петр Ильич Чайковский. Вот как вспоминает этот момент сам Рахманинов. Когда я закончил играть, Чайковский встал, взял экзаменационный журнал и к моей 5 с плюсом прибавил еще 3 плюса сверху, сбоку и снизу. Эта 5 с 4 плюсами в истории консерватории такого еще не бывало. Конечно, вызвало много разговоров, и слухи об этом происшествии распространились по всей Москве. Знаменитый композитор высоко оценил способности студента, внимательно следил в дальнейшем за его успехами и однажды провозгласил: «Я предсказываю ему великое будущее». На старших курсах педагогами Сергея по фортепиано был Александр Зелотти, а по композиции Сергей Танеев и Антон Аренский. Заданием на выпускной экзамен было сочинение одноактной оперы «Алека». Как только мне дали либретто «Алека», вспоминал Рахманинов, я со всех ног бросился домой, боясь потерять хотя бы 1 минуту. Сгорая от нетерпения, я уже чувствовал, что музыка пушкинских стихов начинает звучать во мне. Я знал, что стоит не только сесть за рояль, и я смогу сочинить половину оперы. Уже через 17 дней он показал партитуру готовой оперы своему наставнику Антону Степановичу Аренскому. На экзамене Рахманинову поставили за нее 5 с плюсом, а за отличную учебу сразу по 2 специальностям – фортепиано и свободные сочинения – ему вручили большую золотую медаль Московской консерватории. Рахманинов чувствовал себя бесконечно счастливым. Безмерную радость доставила и постановка оперы «Алека» на сцене Большого театра в 1893 году. На ее премьере
когда опера закончилась, Петр Ильич Чайковский высунулся из ложи и аплодировал изо всех сил. Ведь он понимал, как помогает этому новичку из Москвы, которому было всего 21 год. Опера имела грандиозный успех. Какою грустью я томим, я без забот, без сожаления веду кочующие дни. Без рефотов и просвещения я волен так же, как они. Я волен так же, как они. Я жил, не признавая власти судьбы коварной и слепой. О, Боже, как играют страсти моей послушною душой. Часы ночные проводила, а часто милым лепетаньем, упоительным лапсаньем задумчивость мою в минуту разогнать умела. Я помню с негой полной страсти шептала мне она тогда: люблю тебя, твоей я власти, твоя Олега навсегда. И все тогда я забывал, когда речам ее внимал, и как безумный целовал ее чарующие очи, гос чудных
Последующие годы обернулись для Рахманинова чередой драматических событий. Страшным ударом для него оказалась внезапная смерть Чайковского. Он потерял не только друга отца, всегда бывшего для него тем эталоном музыканта, которому он вольно или невольно следовал, но и помощника, энергичного покровителя в своей стремительно развивающейся музыкальной карьере, безошибочного советчика, в котором он остро нуждался, делая первые шаги в мире большого искусства. Рахманинов был убит горем и излил эти чувства в своем сочинении. Он написал элегическое трио в память о своем кумире. Великое наследие Чайковского, безусловно, оказало значительное влияние на композиторский стиль Сергея Васильевича. Позже Рахманинов активно пропагандировал его музыку по всему свету, как пианист и как дирижер. К 22 годам в творческой копилке молодого композитора было достаточно много произведений. Среди них первый фортепианный концерт, симфоническая фантазия «Утес», капричо на цыганские темы, знаменитая до диез минорная прелюдия, а также несколько пьес для фортепиано, скрипки, виолончели, ряд романсов. Осенью 1895 года он закончил свою первую симфонию и был весьма доволен ею. Композитор писал ее с легкостью и уверенностью в том, что в этой симфонии открываются совершенно новые пути в музыке. В 1897 году в Санкт-Петербурге состоялась ее премьера. Однако симфония потерпела сокрушительный провал. Каковы же были его причины? Многие обстоятельства уже заранее сложились для Рахманинова неблагоприятно. Возможно, повлиял антагонизм музыкальных кругов Санкт-Петербурга и Москвы. Безусловно, сказалось ужасное исполнение симфоний. Оно было сырым, недоработанным. Некоторые части композитор даже не смог узнать. Поэтому сочинение было не понято, недооценено, грубо отвергнуто, а критика беспощадна. Рахманинов вспоминал: «Судьба порой причиняет такую боль и наносит такие смертельные удары, что полностью меняет характер человека. Такую роль сыграла в моей жизни собственная симфония. Во время ее исполнения он сидел на лестнице, не смея пройти в зал, и буквально корчился от боли. Когда оно закончилось, Рахманинов был уже другим человеком. Все его надежды, вся вера в себя рухнули.
Находясь в тяжелейшем душевном состоянии и не желая больше сочинять, Рахманинов был вынужден зарабатывать частными уроками по фортепиано. В 1897 году в его жизни появляется известный московский железнодорожный магнат и меценат в области искусства Савва Мамонтов. Он открыл дорогу многим талантам, помог и Рахманинову. Мамонтов предложил ему должность второго дирижера в своей частной опере. Рахманинов согласился и с благодарностью вспоминал это время. Работа в течение года в качестве дирижера Мамонтовской оперы сослужила мне хорошую службу, потому что я приобрел непосредственный опыт дирижирования. Именно тогда я познакомился с Федором Шаляпиным. Это событие я причисляю к самым важным и самым тонким художественным впечатлениям, которые когда-либо испытывал. Дружба между музыкантами была плодотворной для обоих. Рахманинов бесспорно оказал на развитие великого баса большое влияние. С другой стороны, общение с Шаляпиным было необыкновенно важным и для самого Рахманинова. Композитор посвятил певцу 5 романсов. Помимо влияния творческого, музыкального, было и просто человеческое, дружеское. Ведь для Рахманинова этот период был очень непростым. Это время создания второго фортепианного концерта, время возвращения к композиторскому творчеству после провала Первой симфонии и пережитой Рахманиновым депрессии. Кстати, побороть тяжелую депрессию ему помог доктор Николай Васильевич Даль, известный тогда психотерапевт и гипнотизер. Рахманинов вспоминал: «Я ощущал, что лечение доктора Даля поразительно укрепило мою нервную систему. Из чувства благодарности я посвятил ему свой второй концерт». Это произведение было невероятно популярным и страстно любимой публикой до сих пор, потому что это шедевр от первой до последней ноты. Результатом напряженной внутренней работы композитора над самим собой явился необычайным, интенсивным и яркий творческий подъем в начале нового столетия. Он блистательно дебютирует в Лондоне во всех 3 ипостасиях – как композитор, пианист и дирижер. В течение нескольких лет Сергей Васильевич активно сочинял и написал много крупных и небольших вещей: сонату для виолончели, кантату «Весна» на стихи Некрасова, 12 романсов, прелюдии для фортепиано.
29 апреля 1902 года в Москве состоялась свадьба Сергея Рахманинова и его кузины Натальи Сатиной. Медовый месяц молодые провели за границей, а лето в Ивановке, в имении Сатиных, что в Тамбовской губернии. Именно здесь Сергей Васильевич на протяжении многих лет проводил каждую весну и лето. И большую часть всего своего творческого багажа он создал на Тамбовщине. В сельской тиши он работал над своими операми «Франческо да Римини» и «Скупой рыцарь», над симфониями, фантазиями, кантатами, фортепианными концертами, над циклами этюдов, картин и романсов. В произведениях, созданных в Ивановке, композитор показал себя чутким певцом русской природы, ее пробуждающегося и манящего зова весны, свежести летнего утра, покоя осеннего пейзажа. В течение первых 10 лет XX века слава Рахманинова композитора росла в Москве не по дням, а по часам. Молодой музыкант своим разнообразным дарованием привлек внимание высокопоставленных чиновников, которые предложили ему пост в Императорском театре. Композитор некоторое время сопротивлялся, но потом все же принял приглашение. И в начале сезона 1905-1906 года Рахманинов поступил в Московский императорский Большой театр в качестве дирижера. Как дирижер он имел сенсационный успех. Здесь Рахманинов предпринял ряд реформ. До него дирижер в русских театрах стоял лицом к певцам и спиной к оркестру. Сергей Васильевич сломал эту традицию, он последовал примеру Рихарда Вагнера и установил дирижерский пульт перед оркестром. Это дало возможность дирижеру видеть оркестр и певцов на сцене и одновременно управлять ими.
Дирижируя каждой постановкой, он умел находить в партитуре такие детали, которые давали возможность по-новому звучать хорошо знакомым операм, высвечивали особую краску музыки. Сергей Васильевич дал новую жизнь «Русалке» Доргомышского, «Кармен Бизе», операм Чайковского «Пиковая дама» и Евгений Онегин. Рахманинов дирижировал премьерами из своих двух опер «Скупой рыцарь» и «Франческо да Римини». Года пребывания Рахманинова в Большом театре в качестве дирижера были блестящим периодом в истории русского оперного театра. Однако он недолго задержался на этом посту. Триумф Рахманинова как дирижера усиливал его внутренний конфликт, терзавший композитора на протяжении многих лет. Он не смог решить, какой из трех профессий ему следует окончательно посвятить себя. Кем он был? Композитором, пианистом или дирижером? Он был востребован на всех трех поприщах, и каждый по-своему приносило ему чувство творческого удовлетворения. Он был нарасхват и в концертной, и в светской жизни. Из России, Германии, Франции, Англии, Америки к Рахманинову поступали многочисленные просьбы о выступлениях. В турне ему сопутствовал успех, независимо от того, играл он на рояле или дирижировал. Но от такой активной исполнительской деятельности страдала его работа композитора. Поэтому Рахманинов не раз спасался уединением то в Дрездене, то в Ивановке, то в Риме.
стараясь сосредоточиться на сочинительстве. Атмосфера этих мест оказалась для композитора весьма плодотворной. В 1907 году в Дрездене родились вторая симфония и первая соната для фортепиано. Позже симфоническая поэма «Остров мертвых», а также 15 романсов на стихи русских поэтов. В 1909 году в Ивановке был написан третий фортепианный концерт, ряд прелюдий, романсов, этюдов, картин. Впервые появилась крупная форма в жанре духовной музыки – литургия Иоанна Златоуста. В Риме в 1913 году он закончил вторую сонату для фортепиано, начинает писать вокально-симфоническую поэму «Колокола». Композитор дважды блестяще исполнил это сочинение, прежде чем в августе 1914 года разразилась Первая мировая война и сокрушила все ценности человечества, в том числе и рахманиновские колокола.
Творчество Сергея Рахманинова отличает особый драматизм, лиризм, эмоциональность, энергия ритма и бесконечность льющихся мелодий. Герой его сочинений – это благородный и свободолюбивый человек, мечтающий о счастье. Революционные события начала XX века, Первая мировая война трансформируют его музыку. В ней появляются размышления о судьбе России, русского народа, человека. В произведениях слышатся суровые интонации, мрачные и отчаянные настроения. Эпичная тема катастрофы и неизбежности конца прослеживается все более явно. В 1915 году он пишет монументальное произведение для хора акапелла «Всенощную». Она родилась как молитва о судьбе человечества. В феврале 1917 года Россию постигла новая катастрофа, оказавшаяся для нее более разрушительной, чем война. Разразилась революция. Вот как описывал эти дни Рахманинов. «Я с ужасающей ясностью увидел, что это начало конца, который наполнит действительность ужасами. Анархия, царившая вокруг, безжалостное выкорчевывание всех основ искусства, бессмысленное уничтожение всех возможностей его восстановления не оставляли надежды на нормальную жизнь в России. Сергей Васильевич получил предложение совершить турне по Скандинавии, и он без колебаний принял его. Оставив все свое денежное состояние, поместье, квартиру, а главное – все свои рукописи. В декабре 1917 года вместе с семьей Рахманинов навсегда покинул Россию.
Жизнь Сергея Рахманинова разделилась на две половины – до и после эмиграции. В 1918 году он переехал в Америку. Публика уже была знакома с его произведениями и его дирижерским талантом, но прежде всего воспринимала Рахманинова как величайшего пианиста современности. И теперь он сосредоточился именно на этой сфере. Так началась концертная деятельность Рахманинова-пианиста за рубежом, которая продолжалась почти 25 лет. Каждое его выступление было событием. В Соединенных Штатах и Европе он имел невероятный успех. Его концерты проходили с неизменным аншлагом. Какими только восторженными эпитетами не награждали Рахманинова-пианиста, но все подчеркивали одно – его искусство игры на фортепиано – явление уникальное, неповторимое. Он тщательно подходил к подбору концертных программ. Их составляли шедевры классической музыки. Среди широкого круга имен, сочинения которых исполнял Рахманинов, были его боги – Бах, Лист, Шопен. Из русских композиторов пианист любил играть Чайковского, Скрябина, Метнера. Постепенно он добавлял в программы и свои произведения. Руки Рахманинова – еще один уникальный дар природы. У него были удивительные руки, большие, изумительно красивые. Он мог сразу охватить 12 белых клавиш. За роялем артист сидел своеобразно. Глубоко на своем стуле, широко расставив колени, так как его длинные ноги не помещались под роялем. Слушателей привлекало не только совершенное исполнительское мастерство Рахманинова, но и манера его игры, внешний аскетизм, за которым чувствовалась яркая натура гениального музыканта. Рахманинов был скромный и предельно сдержанный человек. Композитор писал: «Хотите знать, что я чувствую? Слушайте мою музыку».
Уехав из России, композитор много лет ощущал творческий кризис. Лишившись родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных традиций и родной почвы, не остается желания творить, говорил он. Более того, все время и силы отнимала его насыщенная концертная деятельность, ведь он давал около 100 концертов за сезон. В эмиграции Рахманинов написал всего 6 крупных сочинений. 4-й концерт для фортепиано с оркестром, 3 русские песни для хора и оркестра, вариации на тему Корелли, рапсодию на тему Паганини, 3-ю симфонию и симфонические танцы. В 1931 году семья Рахманиновых покупает участок на берегу озера в Швейцарии. И вскоре там появляется роскошная вилла. Новое имение Рахманиновы назвали Синар, взяв первые слоги от своих имен Сергей и Наталья и прибавив начальную букву фамилии Рахманинов. Здесь он пытается воскресить атмосферу тамбовской Ивановки и уютной семейной жизни. В окружении живописных гор Сергей Васильевич разбивает сад, сажает огород и 3 русские березы. В Швейцарии он создает свой уголок утраченной России. Но начавшаяся Вторая мировая война лишила Рахманинова и этого пристанища. Сергей Рахманинов был не только гениальным музыкантом, но еще и необыкновенным человеком. Гастролируя в бешеном темпе по Америке и Европе, Сергей Васильевич зарабатывал баснословные гонорары и щедро помогал нуждающимся соотечественникам как в России, так и за рубежом. Он глубоко переживал трагедию русского народа в годы Великой Отечественной войны и перечислял огромные суммы в фонд помощи Советскому Союзу. Однажды очередной дар композитор сопроводил такими словами: «От одного из русских посильная помощь русскому народу в борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу». Будучи кумиром миллионов уже при жизни, он был необычайно скромным, самокритичным и невероятно взыскательным к самому себе.
И на закате своей жизни он терзался. Я никогда не мог разобраться, в чем же состоит мое истинное призвание. Кто я? Композитор, пианист или дирижер? Эти сомнения преследуют меня и по сей день. Временами мне кажется, что я прежде всего композитор. Иногда думаю, что способен только к игре на фортепиано. Теперь, когда большая часть моей жизни уже позади, я постоянно терзаюсь сомнениями, что, выступая на многих поприщах, может быть, прожил жизнь не лучшим образом. Согласно русской пословице, я погнался за 3 зайцами. Могу ли я быть уверен, что убил хоть одного из них? Сейчас мы понимаем, что именно в этом триединстве заключается музыкальный феномен Рахманинова. Последний концерт он дал 17 февраля 1943 года в Ноксвилле. Приступ тяжелой болезни заставил его прервать турне. Болезнь оказалась скоротечной и неизлечимой. Это был рак легких. Сергей Васильевич ушел из жизни 28 марта 1943 года в своем доме в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Так закончилась симфония жизни великого Сергея Рахманинова, полная суровых испытаний, трагических событий, подарившая ему многогранный талант, блестящий расцвет, признание и всемирную славу. Рахманинов говорил: музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки.